Дальнобойные удары по России, десятки тысяч дронов. Прилеты только начинаются. Есть план. Сирены в Москве станут регулярными. Вступление Украины в ЕС, заявление из Брюсселя. Орбан ставит палки в колеса и называет Украину непонятным образованием, а Фицо буквально взрывается прямо перед журналистами. Это нужно видеть. Путин покинул страну и усыпил Пескова впервые в этом году. Что случилось с хозяином Кремля и что происходит? Повесили за страшное преступление впервые за 3 года. Что натворил этот человек? И можно ли называть его человеком после всего, что он сделал? Досмотрите и решите сами. Триллион на военку. Рекордные суммы. Трамп наращивает силы и переходит от слов к делу. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина уже у порога ЕС, несмотря на войну, обстрелы и скептиков в самом Союзе. На фоне сложностей и фронтовой неясности исторический поворот в Брюсселе. Евросоюз официально поддержал начало переговоров о вступлении Украины. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил все обязательства, даже под непрекращающимся огнем. Мы продолжаем поддерживать путь Украины к вступлению в ЕС. Под постоянными обстрелами Украина последовательно проводит реформы, и это впечатляет. Поэтому Еврокомиссия выступает за открытие первого блока переговорных глав. Украина выполнила свою часть работы, теперь очередь за нами. Ведь процесс вступления основан на заслугах, а Украина заслуживает движения вперед. Глава Евросовета Антонио Кошта добавил, реформы идут впечатляющими темпами, время активизироваться и двигаться по пути в ЕС. Правда, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли накануне принять совместное заявление в поддержку Украины из-за Венгрии. Текст коммюнике решительно поддержали 26 стран ЕС из 27. Венгрия заблокировала заявление из-за стратегических разногласий с Евросоюзом по Украине. А премьер страны Виктор Орбан пошел еще дальше и в прямом эфире венгерского радио и вовсе заявил, что Украина — это неопределенное образование. И в том числе поэтому, мол, Венгрия остановила вступление Украины в ЕС. Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. На этом безграничный поток сознания Орбана не закончился. Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. Не обошлось и без других скандалов. Премьер Словакии Роберт Фицо буквально взорвался на вопросе о том, почему его позицию по Украине озвучивает Орбан из соседней страны, пишет издание «Пленум». Если бы вы меня слушали, я уже 2 недели говорю об этом совершенно открыто, но вы найдете любую глупость и опубликуете ее. Я премьер-министр, так что молчите, мне не нужны спикеры, я говорю именно то, что Словакия делает. Тем временем лидеры ЕС все же согласовали продление санкций против России еще на полгода, но договоренностей по новому 18-му пакету пока нет. И хоть Украина получила зеленый свет, путь к членству в ЕС – это не только реформы и заслуги, но и геополитическая битва внутри самого Союза, где не все готовы признавать новую реальность. Причем особенно туго с этим у некоторых ближайших соседей Украины. Дальнобойные удары по России становятся новой реальностью, и прилеты только начинаются. Украина наращивает удары по тылам РФ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, такие атаки по территории России будут лишь усиливаться. В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубоком тылу врага. По словам министра обороны Украины, уже совсем скоро масштаб украинских операций вырастет в разы. Кремль должен готовиться к новой волне прилетов в глубоком тылу. Высокоточные удары по критической инфраструктуре агрессора станут регулярными. Производство собственных беспилотников более 4 миллионов в год. А закупки теперь организованы по принципу военного маркетплейса. Каждая бригада отдельно заказывает то, что именно им нужно на фронте, а государство оплачивает. Короче говоря, сирены в Москве скоро станут регулярными. Россия, в свою очередь, не перестает атаковать, однако украинские защитники сбили все 6 ракет, выпущенных по Украине. В ночь на 27 июня оккупанты нанесли одну из самых масштабных воздушных атак за все время войны. 371 средство поражения, включая более 200 шахедов, дроны-имитаторы, ракеты «Калибр» и гиперзвуковые кинжалы. ВСУ удалось сбить 365 целей, включая все 6 крылатых ракет. Основной удар пришелся по Староконстантинову, важному военному узлу на западе Украины. Но этим все не закончилось. Уже
же утром удары баллистикой по Самару в Днепропетровской области. 5 погибших и минимум 23 человека ранены по данным на момент выпуска этого видео. Путин покинул страну и тут же усыпил Пескова. Впервые в этом году. Что случилось? В 2025-м Путин еще не покидал территорию России, а сейчас отправился не куда-нибудь, где может быть страшно, а туда, где все под контролем и даже границы между странами нет, к своему ближайшему союзнику Лукашенко. В Минске прошел саммит ЕАЭС, где представители стран Таежного союза скучно вещали о товарообороте, грабеже активов и великом будущем без доллара. Но вместо восторга — зевота и дремота. Второй род Путина Песков прямо в зале едва не уснул, пока диктатор тянул свои бесконечные речи. И те, о которых я только что сказал, хочу подчеркнуть, что... Лукашенко тем временем старался и пыжился изо всех сил, что едва даже не вылез из своего пиджака, который распирался от народной гордости, устроил экскурсию по заводу БелАЗ и показал Путину 450-тонный самосвал. Тот поудивлялся, но выглядел скорее уставшим, чем впечатленным. И своих карьерных самосвалов хватает. На саммите Путина больше беспокоила конфискация российских активов за рубежом. А точнее, он сказал, что это даже хорошо. Там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных, систем безусловно ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. Поэтому, а это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить. Всего на Западе из-за войны РФ против Украины заморожено около 300 миллиардов российских активов. Это как весь годовой бюджет России на здравоохранение и образование вместе взятые. Ну или на эти деньги можно было бы выплатить по 1 миллиону рублей каждому жителю Москвы. Возвращение легенды на поле. Вернулось легендарное оружие, страх всех оккупантов. Байрактар ТБ-2 снова в небе над Украиной. После долгого перерыва турецкие дроны снова наносят удары по российским оккупантам. Первое подтвержденное видео — удар по катеру в Херсонской области, опубликованное командующим ВМС Украины. Эти птички стали символом сопротивления в самом начале войны, но исчезли с радаров после усиления российской ПВО. Теперь возвращение, и это говорит лишь о том, что в обороне РФ снова появились огромные дыры. Первое повешение за 3 года и одна из самых чудовищных цепочек событий в новейшей истории страны. Его преступления шокировали всех. За 2 месяца он задушил и расчленил 9, 8 женщин и 1 мужчину. Своих жертв находил через соцсети, обещая помочь умереть тем, кто искал выход из жизни. Его называли одним из самых холодных убийц в истории Японии. Но на самом деле мотивы преступника были другими. Это дело вызвало сильнейший шок и тревогу в обществе. 9 погибших за 2 месяца. Жертвы, лишенные жизни ради крайне эгоистичных целей, удовлетворения сексуальных и финансовых желаний самого Сираиси. Такахиро Сираиси, известного как убийцу из Твиттера, повесили утром 27 июня по приказу министра юстиции Кайсука Судзуки. Суд признал Шираиси вменяемым и не оставил ему шансов на помилование. Он стал символом самого темного, что может родиться в соцсетях. А что вы думаете по поводу всей этой истории и как относитесь к высшей мере наказания в виде смертной казни? Дипломатия сверхдержавы пробила очередное дно и оставила огромную воронку. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не нашел лучшего способа продемонстрировать свое величие, чем посмеяться над фамилией начальника генштаба израильской армии. Но, к сожалению, начальник генштаба Израиля, господин Замир, по-моему, не оправдывая свою фамилию. Когда нечего сказать, остается хихикать. Хоть так своего союзника поддержали. Воевать за Иран все равно никто не собирался. Путин, к слову, предложил считать войну Израиля с Ираном делом прошлого, вместо помощи, о которой просил союзник. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, все будем считать в прошлом. Последствия не заставили себя долго ждать. Тегеран уже засомневался в эффективности российского оружия. Иран задумывается о приобретении у Пекина, Китая, истребителей G-10C вместо российских МиГ-35 и Су-35, передает иранское издание «Кхорасан». Переговоры о покупке партии активизировались после начала перемирия между Ираном и Израилем. Они велись 20 лет, но безрезультатно. Похоже, последствия блестящей операции «Сахал» повлияли на решительность Тегерана и нерешительность Москвы, которая даже ПВО
ПВО не дали. Накануне команда Нехта рассказывала о том, что на неэффективность российских систем ПВО С-400 намекнул президент Турции. Правда, Реджеп Эрдоган ставит не на китайское, а на американское качество и ускорил переговоры о закупке у США истребителей 5-го поколения F-35. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить из важных мировых событий. 30 миллиардов за отказ от бомбы. Заманчивое предложение. Белый дом предлагает Ирану сделку, сообщает CNN со ссылкой на ряд неназванных источников. Но есть нюанс. В случае реализации этого плана средства должны будут поступить не от США, а от арабских стран, с которыми этот вопрос обсуждался до военного конфликта. Кроме многомиллиардных инвестиций в программу мирного атома, Вашингтон готов снять ряд санкций с Ирана и предоставить режиму доступ к 6 миллиардам замороженных иранских активов, которые находятся на счетах в иностранных банках. Вот только пока Иран не демонстрирует готовности. По данным МАГАТЭ, в мае у режима было почти 409 килограмм высокообогащенного урана, которого может хватить на создание 10 ядерных боеголовок. В Тегеране заявили, что эти запасы урана были вывезены с атакованных объектов заранее, да и вообще они пока не хотят ни о чем говорить или встречаться с представителями США. Не отошли еще, не оправились, видимо, от ударов. А дядя Сэм наращивает мускулы. Президент США запросил у Конгресса фантастическую сумму – более $1 триллиона на нацбезопасность в 2026 году. Это на 13% больше, чем в текущем бюджете. Такой скачок не просто цифра, это сигнал союзникам и врагам, что Америка не прячется от угроз и, кроме слов, готова доказывать свою мощь делом. Из этой суммы около 60 миллиардов пойдут только на обслуживание ядерной триады, ракеты, бомбардировщики и подлодки. Остальное на золотой купол, новейшую противоракетную оборону, новые военные корабли, апгрейд арсенала и даже повышение зарплат солдатам. Ну и на охрану границ, конечно же, тоже найдут. Действующий президент Польши Анджей Дуда принял у себя Сергея Тихановского, недавно освобожденного из тюрьмы Лукашенко, и его супругу Светлану, лидера белорусских демократических сил. Позже Тихановские встретились с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Недавний политзаключенный поблагодарил власти Польши за поддержку. На прошедшей после этого в Варшаве встрече с диаспорой Тихановский пообещал продолжить свою борьбу. Я хочу только одного. Тогда вы мне поверили. Я тот же самый человек. Веса у меня наполовину меньше, но я тот же самый человек. Я хочу, чтобы вы поверили в меня и сейчас. Если вы в меня поверите, я обещаю сделать все, чтобы мы вернулись все в Беларусь, и там были настоящие, честные, демократические выборы. Живи Беларусь! Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.